Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Лесные пожары уничтожают тонны заготовленного сена. Кто возместит убытки? Она призвана объединить платежные и нефинансовые сервисы. Единую социальную карту жителя разрабатывают в Якутии. И самый крупный в мире атомный ледокол «Арктика» отчалил из Санкт-Петербурга, куда отправился морской гигант. Примерно 900 тонн заготовленного сена уничтожено лесными пожарами в Якутии. Об этом сообщает региональный Минсельхоз. Наибольший ущерб огонь нанес хозяйствам Татинского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Намского и Мегино-Кангаласского улусов, а также столицы республики. Главам районов рекомендовано приобрести необходимое сено, в том числе за счет бюджета муниципального образования, сообщили в Минсельхозе. Также пострадавшим необходимо предоставить министерству пакет документов по приобретению и транспортным расходам для перевозки кормов, а также документы, подтверждающие уничтожение заготовленного сена. Между тем, ущерб фермеру из Тулагена-Кильдямского наслега, нанесенный огнем, составил более 170 тысяч рублей. Огонь уничтожил около 30 тонн сена. Что стало причиной возгорания и какие меры принимаются по спасению хозяйства? Все подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. 18 сентября на острове Русский в 7 километрах от села Тулагина произошло возгорание сена. Силами крестьянских хозяйств часть заготовок была спасена, но ущерб оказался значительным. К сожалению, ИП крестьянское фермерское хозяйство «Эргиз» Федоров, глава крестьянского фермерского хозяйства Иван Юрьевич Федоров, у него сгорело 95 рулонов заготовленного сена. Общий ущерб составляет 171 тысяча рублей. По словам местных жителей, они сталкиваются с таким впервые. Раньше бывали только случаи затопления заготовленного сена в период половодья. Ситуацию сглаживают только перевыполненные в этом году планы по заготовке. План заготовки у нас было 4,5 тысяч тонн в этом году, так как в этом году острова затопило, травы достаточно было, и силами наших крестьянских хозяйств мы заготовили 4875, то есть мы перевыполнили, но вот такой случай произошел, не очень хороший. Администрация наслега уверяет, основная причина пожара – неосторожное обращение с огнем приезжающих отдохнуть на природе. В свою очередь, правительство республики говорит о том, что необходимо ужесточить наказание для виновников подобных происшествий, вплоть до уголовной ответственности. Я обращаюсь к населению, которое идет в лес, которое не умеет обращаться с огнем или специально поджигает. Все-таки нужно ценить наши ресурсы, лесные ресурсы, и ценить труд людей. Это я говорю о том ущербе, который получили сегодня сельчане в части сгоревшего сена. Ну и поручено отдельно усилить работу в части возбуждения уголовных дел, привлечения к административной ответственности органов МВД и МЧС. Пострадавшие составили акт и передали его в управление сельского хозяйства. Сейчас ожидается принятие решения о возмещении понесенного ущерба. Помимо этого, дело уже передано в полицию. Сейчас разыскивают виновных. Юрий Осипов, Иван Яковлев, Семен Семенов, Якутск. Господдержке бизнеса в Арктике был посвящен круглый стол в Москве. Он организован Арктическим правовым центром и общественной организацией «Деловая Россия». Ряд законодательных инициатив и решений региональных властей Якутии по поддержке арктических территорий эксперты оценивают как передовые. В частности, в республике принята стратегия социально-экономического развития. Действуют налоговые преференции, выработано решение о развитии точек экономического роста в 13 северных районах. Что касается привлечения инвесторов в проекты освоения Арктики, то якутская сторона настаивает на обязательной регистрации субъектов бизнеса на территории муниципалитетов региона. Налоговые поступления позволят модернизировать в ускоренном темпе объекты социальной инфраструктуры за полярным кругом.
Тикси для нас является вообще неким таким флагом Арктики, поскольку это один из известнейших морских портов на Северном морском пути. Это и центр Булунского района, это поселок, который находится на перепутье, так сказать. Там есть и большой аэродром, который обеспечивает работу всех фактически воздушных судов. Это морской порт, который, конечно, нужно модернизировать. Александр Сергеевич Николаев, наш глава республики, принял решение заняться развитием этого поселка. Я думаю, после этого последуют и другие решения по конкретным точкам экономического роста. И если условия для работы бизнеса не создать, то, в принципе, в Арктике ничего не произойдет, да, потому что тех ресурсов, которые необходимы для развития в Арктике, у государства их нет. Но для того, чтобы бизнес пошел в Арктику, он должен четко понимать, а что там надо делать, это раз, это указывает правительство. И самое главное, какие он получает преференции от того, что он будет в Арктике работать. Это тоже задача правительства, причем не только федерального, но это задача еще региональных властей. Самый крупный и мощный в мире атомный ледокол «Арктика» отчалил от достроечной набережной Балтийского завода в Петербурге и взял курс на Мурманск. В пути ему предстоят ледовые испытания. Подробности у наших коллег. Универсальный атомный ледокол «Арктика» во вторник вышел из Петербурга и взял курс на порт приписки Мурманск. Он был заложен на Балтийском заводе в 2013 году и спущен на воду в 2016. К середине сентября завершились ходовые испытания в Финском заливе и на Балтийском море, поскольку по пути в Мурманск предстоит обогнуть с севера архипелаг земля Франца Иосифа, это позволит проверить Арктику в ледовых условиях, сообщил сайт «Атомфлот». Ледоколу предстоит проводка судов и лидирование караванов по Северному морскому пути. Изменяемая осадка даст возможность эксплуатировать его на мелководных участках в устьях рек, например, Енисея. «Арктика» оснащена двухреакторной энергетической установкой «Ритм-200». Мощность каждого блока составляет 175 мегаватт. Как утверждают разработчики, установка не имеет аналогов в мире и отличается легкостью, компактностью и экономичностью. Ледокол вступил в строй с задержкой на 2 года. Предназначенные для него турбины по первоначальному плану должен был испытывать Харьковский завод. Из-за кризиса 2014 года, вызванного событиями в Крыму и на Донбассе, испытательный стенд российской стороне пришлось строить у себя. Проектный срок эксплуатации ледокола – 40 лет. За головным судном, как ожидается, будут построены еще 2. Пострадавших во время пандемии в Якутии начнут бесплатно обучать с середины октября. Те, кто находится под угрозой увольнения или уже потеряли работу, выпускники школ, среднего или высшего профобразования могут пройти курсы по стандартам WorldSkills. Курс рассчитан на 144 часа, это 3 недели. Учеба пройдет на базах 18 образовательных учреждений республики по 36 компетенциям. Желающие могут записаться уже сегодня. Для этого надо зайти на сайт Express WorldSkills, выбрать там свой регион, и там уже выйдут колледжи, компетенции, и там уже выбрать и записаться на эти курсы. Там есть указания, если выберете онлайн, то будет показываться еще и, дистанционные формы, да, но в основном там очное обучение требуется. Почта России закупила новые автомобили для регионов Дальнего Востока. Всего в текущем году на почтовые маршруты выйдут более 200 новых машин, в том числе порядка 60 автомобилей курьерской доставки. Региональный филиал Почты России в эти дни получила часть новой техники – 6 машин. Все они будут работать для нужд отделений в городе Якутске. До конца года доставят еще 26 автомобилей, но уже для районных филиалов. Новая техника соответствует всем нормам перевозки почтовых посылок, корреспонденции и писем. Как отметили в региональном филиале, компания практически каждый год закупает новую технику, чтобы облегчить работу своих сотрудников. Поступило у нас 6 единиц «Лада Ларгус» и 1 КАМАЗ. Это дополнительный закуп, он внеплановый. Мы в этом году увидели, что в связи с пандемией увеличилось спрос, количество заказов на доставку на дом посылок, письменной корреспонденции, пенсий. И в связи с этим мы расширяем штат наш курьеров, доставщиков. И вот для этих целей мы дополнительно закупили этот автотранспорт.
Единую социальную карту жителя разрабатывают в Якутии. Она должна объединить платежные и нефинансовые сервисы предоставления услуг. Социальная карта может использоваться как льготный идентификатор, а также предоставит право на получение скидок при оплате товаров и услуг в организациях-партнерах программы даже за пределами республики, сообщил исполняющий обязанности премьера Якутии Андрей Тарасенко. Предполагается, что она будет интегрирована с уже существующими в республике приложениями и сервисами и значительно упростит процесс получения социальных услуг. Также будет объявлен конкурс предложений по официальному логотипу и названию карты, в котором сможет принять участие любой житель региона, отметил Андрей Тарасенко. На приобретение экзотических животных люди порой не жалеют денег. А у жительницы Алдана Галины Гайдуковой, напротив, необычная питомица появилась неожиданно. Выпавший из дупла бельчонок был найден под деревом. Сейчас зверек здоров и давно освоился в новом доме. О жизни домашнего бельчонка материал Татьяны Вахниной. С недавнего времени беговое колесо стало любимой забавой Серки. Так белочку прозвали домочадцы – за дымчатый оттенок шубки. В семье ветеринара Галины Гайдуковой лесной зверек появился в начале лета. Бельчонка в клинику принесла жительница Алдана, отобрав у своей собаки. У Серки была сломана лапка. Определить тактику лечения ветеринару оказалось непросто. Полной информации по их лечению нету. На фоне лечения многие погибают. Глубоко их никто не изучал. Когда Серка поправилась, ареал ее обитания расширился. Теперь в клетке она только делает запасы и спит. Впрочем, гнезда она оборудует всюду – в полотенцах, покрывалах и в карманах халатов. Сама показывает и характер. Ну, понятно уже стало, что она очень умное животное. Может быть, это она конкретно, не знаю. И, конечно, к ней привыкли. Сера очень осторожна, хотя и любопытна без меры. Она активно осваивает окружающий мир и определяет свое место в нем. А Гайдуковы всей семьей изучают повадки любимицы. Свои предпочтения и вкусы донести до людей белочке удается. Ну, любит она орехи, любит, семечки любит, арбузик любит, персики сушеные, курагу любит. Сейчас Серке примерно полгода. В дикой природе бельчата рождаются в марте. Зверька пока нельзя назвать совсем ручным. Однако доверять людям Сера научилась. Татьяна Вахнина, Алдан. К этому часу пока все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.